День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В Якутии завершились отчеты регионального правительства. Мероприятия охватили почти 27 тысяч якутян. Расскажем, что волновало жителей региона. Онкодиспансер Якутии сможет принимать до 50 тысяч пациентов в год. С вводом нового здания Галина Чекурова побывала на месте событий и узнала, как будет выглядеть новый объект здравоохранения. На этой неделе отмечался Международный женский день. Наши корреспонденты встретились с удивительными представительницами мужских профессий, чтобы развенчать миф о слабом поле. В Якутске проходит турнир по вольной борьбе имени Романа Дмитриева. Александр Хавренко расскажет о нововведениях соревнований этого года. Районы республики начали подготовку к фестивалю «Муссустар». Главный праздник молодежи состоится уже 24 марта. На минувшей неделе в Якутии завершились отчеты республиканского правительства. Впервые за 3 года с момента начала пандемии они прошли в очном формате. В течение 4 недель члены регионального Кабмина посетили все районы республики, включая самые отдаленные на слега и поселения. Всего в выездных встречах правительства приняли участие свыше 27 тысяч якутян. Традиционно одними из самых главных вопросов, которые поднимались населением в большинстве районов, стали вопросы оказания медицинской помощи, дорожного сообщения, интернета и связи, а также строительства жилых домов и социальных объектов. Завершились отчеты правительства в столице региона. Действительно, правительство уделяет огромное внимание городу Якутску. Как я в отчете сказал, 19 миллиардов рублей. С федерального и регионального бюджета при бюджете города 30 миллиардов. Это огромная поддержка. Вот, по расселению ветхоаварийного, жилья, по строительству дорог. Ну, я считаю, что вот те наказы, которые мы получили, они, конечно, все упираются в финансы, но вот при взаимодействии города, федеральных властей республики эти вопросы будут решаться. Капремонт школ, благоустройство дворовых территорий и ремонт столичных дорог. Эти и другие вопросы волновали жителей Якутска в ходе отчета правительства. Подробнее о том, как прошла встреча Кабмина с населением столицы, в следующем материале. В течение месяца члены правительства республики проводили публичные отчеты работы органов государственной власти во всех районах Якутии. Финальным стал отчет в столице. Якутск является важнейшим экономическим и социальным центром не только республиканского, но и дальневосточного масштаба. Да, сегодня очень важно нам тоже понять и показать пути движения сегодня развития столицы. Это очень важно, потому что мы большие планы делаем в развитии города. Для нас город сегодня важный и в целях социального развития, и вообще будущего, что тут будет дальше и как будем жить. На отчет правительства в Якутске собрался полный зал горожан, а жители пригородов подключились по видеосвязи. За более чем 3 часа работы от жителей столицы поступило 38 вопросов и муниципального, и республиканского, и даже федерального уровня. Что отметил, поменялся характер вопросов. Да? Если раньше больше было таких бытовых вопросов, сейчас, допустим, ставили вопрос о строительстве детской школы искусств, в каждом микрорайоне, домов культуры. То есть потребность уже меняется. Да? Ну и, конечно, пригороды, потому что пригородам надо водоотведение, берегоукрепление, вопросы ЖКХ. То есть в целом я считаю, что действительно правительство уделяет огромное внимание городу Якутску. Как я в отчете сказал, 19 миллиардов рублей. С федерального и регионального бюджета при бюджете города 30 миллиардов. Это огромная поддержка. В прошлом году был подписан указ главы республики о развитии города Якутска до 2032 года. В указе отражены все сферы и направления, по которым должна вестись работа развития столицы. От ликвидации ветхого и аварийного жилья до обеспечения горожан качественными и безопасными дорогами. По сути дела, у нас сегодня состоялся отчет по первому году реализации указа. Хотелось отметить то, что в 2022 году был разработан правительством комплексный план реализации указа главы республики о развитии города Якутска 2032 года. Внимание правительства к городу и его проблемам и задачам вполне объяснимо. Якутск является столицей, лицом республики, и во многом развитие города отражает и развитие Якутии в целом. Александр Хавренко, Алексей Степанов, Джилус Иннокентьев, Якутск. Самое главное в отчетах правительства этого года – это живое общение с людьми. Так прокомментировал итоги встреч регионального Кабмина с жителями глава Якутии Айсен Николаев.
Цитата: «Что бы мы ни говорили о возможностях интерактивного общения через экраны телевизоров, компьютеров и смартфонов, все-таки человеческое общение ничто не заменит. Очень важно, чтобы члены правительства знали чаяния людей и решали главную задачу – чтобы людям у нас в Якутии жилось лучше. После пандемийного перерыва этот формат вернулся и будет продолжаться в дальнейшем». Конец цитаты. Предварительное голосование кандидатов от партии «Единая Россия» в Якутии пройдет с 22 по 28 мая. Кандидатов от партии определят в Государственное собрание Илтумен, Якутскую городскую думу, в главы и депутаты органов местного самоуправления. В этом году оно будет проходить в электронном формате на портале госуслуг. Выдвижение кандидатов началось 8 марта и продлится до 27 апреля. Чтобы стать кандидатом, необходимо быть гражданином Российской Федерации старше 21 года, не иметь судимости и активов за границей. А голосование за кандидатов пройдет с 22 по 28 мая. Чтобы проголосовать за кандидата, необходимо зайти в личный кабинет и во вкладке «Бюллетень» поставить галочки в каждом из них. После нажатия кнопок «Проголосовать» и кнопки «Да» бюллетень подпишется электронным ключом и данные отправятся на сервер. Но 10 марта в Якутске состоялось ключевое для регионального отделения партии «Единая Россия» событие. На площадке общественного центра прошел партийный форум, в ходе которого был дан старт избирательной кампании 2023 года. На мероприятии присутствовали более 200 человек. Открыл заседание секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Айсен Николаев. Обращаясь к участникам форума, он отметил, что сегодня республика вместе со всей страной проходит через важнейшие исторические события, демонстрируя сплоченность и героизм как на поле боя, так и в тылу. Предварительное голосование партии «Единая Россия» – это то, что всегда нашу партию отличало от других партий. Мы идем на предварительное голосование в этом году абсолютно открыто. Именно победители предварительного голосования партии «Единая Россия» будут уже выдвигаться в списках партии «Единая Россия» на выборах всех уровней. И в продолжении темы специальной военной операции на этой неделе в Алекминске встретили защитника Родины. Боец был призван одним из первых. В сентябре он улетел вместе со всеми. Спустя почти полгода вернулся домой, где его с нетерпением ждали мама, жена и маленькая дочь. Продолжит Елена Фаст. Сегодня Алекма встречает одного из своих сыновей. Буквально на днях вернулся домой алекминчанин, уроженец села Улахан-Мунку. Он у нас молодой человек, был мобилизован во время первой волны. Он получил повестку и как гражданин Российской Федерации выполнил свой гражданский долг и был мобилизован. Но потом, по выяснившимся обстоятельствам, он, оказывается, у нас был студентом первого курса. И когда обратилась к нам супруга в администрацию района, потом провели проверку, действительно ли он является студентом. Да, действительно он являлся студентом. И призывной комиссией было принято решение о том, чтобы ему предоставили отсрочку, так как он является студентом, который получает первое свое образование. Эта история закончилась встречей самых дорогих и близких. Сложно представить, как же переживала мама за своего единственного сына. Я очень волнуюсь. Это я не знаю. Я плакать хочу. От радости, от счастья, да? Марина Михайловна, мама нашего героя Василия. Единственный сыночек он у меня. И две лапочки, дочки. И две лапочки, да. Большое счастье сегодня в семье. Конечно. Самое счастье – это наши дети. Особенно сыночек приезжает. У входа собрались много встречающих. Не только родные, но и студенты техникума, друзья, родственники. Но он наш друг, Улахан Мунку. Вместе он наш герой. Добрый, как его, охотник. Он как приехал, вот, как сказать, очень хорошо. Ждут Василия и на его месте работы в кладовой Алекмы. Домой. Это слово самое родное и желанное, долгожданное и исполненное. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. Бойцы, проходящие службу в зоне специальной военной операции, продолжают возвращаться на родину. На этой неделе в Якутск вернулись еще несколько бойцов. Среди них Михаил Ан, спасатель из Верхневилюйского района. В родном районе, кроме работы спасателем, Михаил занимался патриотическим воспитанием молодежи. И, несмотря на полагающуюся бронь, 48-летний возраст, Михаил настоял, чтобы его отправили в зону СВО первым. Его в аэропорту встречала жена, для которой возвращение мужа стало лучшим подарком на 8 марта. В аэропорту Якутска бойцов также встречали представители правительства, руководство службы спасения, коллеги-спасатели, а также представители администрации и активисты Верхневилюйского района. Но как я начинатели этих военно-патриотического воспитания, ребят, которые готовят там все военное дело своему лучше, я сам позвонил военкому и сказал, что как первый мобилизационный лист должен быть у меня, потому что начальство бронировало, все там было, короче. Меня 48 лет, даже по этому возрастному категории даже не подходил, но я сам как добровольный, но все равно мобилизационный лист получил и первым мобилизационным этим группой поехал. Служить по контракту могут и жители Ленского района. Причем это сделать может не только молодежь, закончившая учебные заведения, но и те, кто попробовал себя в различных профессиях, а также молодые люди, состоящиеся в браке или имеющие одного или даже нескольких детей. Служба в армии всегда была престижна, а сегодня становится все более популярна служба по контракту. Иван и Ирина Генединовы – военнослужащие. Они отдали службе по контракту более 10 лет. Я поступил на службу по контракту. Первый контракт у меня продлился 3 года в славном городе Кирове. После этого мы с Ириной Сергеевной решили, что можно попробовать себя еще в другой части. Переехали в город Южно-Сахалинск. Там мы пробыли, отслужили 4 года. И после Сахалина мы уже целенаправленно поехали в республику Саха-Якутия. И по сей день мы с Ириной Сергеевной решили, что пока мы служим здесь. Служащие по контракту получают достойную заработную плату, проживают в служебных квартирах. Каждый год им предоставляется отпуск с бесплатным проездом по всей России. А также они могут обучаться в вузах и имеют возможность карьерного роста. Нет никаких проблем. Отцы-командиры, начальники всегда на это обращают внимание. То есть военнослужащий по контракту поступил на военную службу, он никогда не будет оставлен, не брошен. Я никуда не собираюсь переходить, не увольняться, никуда. Я буду до последнего служить военнослужащим нашего 12-го главного управления службы специального контроля. Валерий Ивасенко – представитель ведомства, занимающийся созданием и эксплуатацией ядерного оружия. Под его руководством и служит семья Генединовых. Специалисты этого ведомства являются гарантом стратегического сдерживания и ядерной безопасности, можно сказать, на всей планете. Это подразделение и ведет сегодня набор на службу по контракту. Попасть на службу может любой желающий, даже девушки. Но отбор нужно будет пройти сложный. Это должен быть гражданин Российской Федерации, соответствующий, естественно, по уровню здоровья. Он должен соответствовать по уровню физической подготовленности, то есть выполнение нормативов по физической подготовке. В обязательном порядке он проходит полиграф, то есть исследование на предмет каких-либо ранее преступлений, происшествий и так далее с ним. Наиболее востребованы сегодня связисты, водители, медики. Нужны и другие специалисты, но их как раз и обучают уже сами наши учебные центры. То есть военнослужащий может быть абсолютно не иметь какую-то профессию, он может прийти, в том числе даже после школы, то есть всем этим требованиям он также будет соответствовать, его просто направят в учебный центр, где его обучат определенной специальности. Отрицательных сторон в службе по контракту, по словам героев нашего сюжета, нет. Большинство коллег, рассказывает Валерий Ивасенко, называют минусом только подчинение, хотя и сами признают, что это и позволило добиться им тех или иных высот. Поэтому тем, кто только раздумывает о военной службе, желаем ничего не бояться, приходить, спрашивать и становиться частью ядерного потенциала России. Светлана Болеева, Александр Чук, Ленск. В Якутии психологи социального направления прошли переподготовку на клинических психологов. Сделано это для оказания помощи участникам специальной военной операции и их родственников. Об этом сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина. Группа клинических психологов также будет направлена в Ростов-на-Дону, Хабаровск и Владивосток для оказания помощи раненым бойцам. Также, по словам Ольги Балабкиной, по поручению главы Якутии продолжают работать группы помощи родственникам военнослужащих. В эти группы можно направлять обращения по любой жизненной ситуации. В настоящий момент такими группами отработано 1500 жизненных ситуаций. От восстановления документов до поиска бойцов, не выходящих на связь длительное время.
Переобучение произошло на базе одного из ведущих федеральных институтов Российской Федерации. Соответственно, наши сотрудники уже готовы оказывать более квалифицированную помощь в приоритетном порядке участникам специальной военной операции и их близким. Необходимо обратить внимание, что круглосуточная психологическая поддержка у нас также оказывается по короткому номеру 122. Любая психологическая услуга может оказываться в том числе и анонимно. Продолжается реабилитация демобилизованных и раненых участников специальной военной операции. Так, по поручению главы Якутии в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины были выделены 15 коек. 10 из них находятся в Якутске, 5 в санатории Абалах в Нижнем Бестяхе. На данный момент восстановительные процедуры уже прошли 48 человек. Желающие пройти реабилитацию сначала проходят обследование в первой поликлинике города или в отделении спортивной медицины, где врач прописывает им направление на восстановительные процедуры. В нашем учреждении они получают уже осмотр мультидисциплинарной бригады, в которой входит несколько врачей, и они получают процедуру именно физиолечения, массаж, лечение физкультуру, водогрязелечение, теплолечение и магнитотерапию. Основные процедуры, которые они у нас проходят. Эффективность, реабилитационный потенциал очень высокий. Удостоверение ветерана боевых действий единого образца будут получать добровольцы. Правила его выдачи утвердили в правительстве страны. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы. Выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление. Если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, то тогда военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно. Перейдем к другим темам. Столица республики в конце текущего года планирует ввести в эксплуатацию Республиканский онкологический центр, который позволит проходить лечение не только пациентам из республики, но и из других регионов. Подробнее о самом крупном профильном медицинском центре на Дальнем Востоке расскажет Галина Чекурова. Якутский республиканский онкодиспансер начал свою деятельность в 1950 году. Если в начале своего пути медицинское учреждение базировалось в деревянном здании на 20 койко-мест, то на сегодняшний день специализированные учреждения ведут свою работу в нескольких зданиях. Так, в 2018 году по решению главы Якутии Айсена Николаева диспансер был временно перемещен в здание Якутской городской клинической больницы. И с того момента борьба с онкологическими заболеваниями в регионе набрала новые обороты. Раньше в этом здании располагалась и поликлиника, и стационарное отделение, лаборатории, функциональная диагностика. Проходили лечение где-то около 3 тысячи пациентов в год. Сегодня в здании Стадухина 81, корпус 1, за прошлый год лечение прошли 7,5 тысяч пациентов. Во второй половине текущего года свою работу начнет первый в республике онкологический центр. Онкодиспансер будет в 2 корпусах. В первой очереди будет базироваться радиотерапевтическое отделение, где пациенты будут получать лучевую терапию. Также в здании останется часть диагностической службы. Что касается онкоцентра, в нем будут работать поликлиника, стационарно 210 коек, диагностическая, лабораторная и инженерная службы. Новое медицинское учреждение возводится по национальному проекту здравоохранения. В свое время проект разделили на 2 пусковых комплекса. Дело в том, что для оборудования лучевой терапии самое сложное в строительстве – это строительство каньонов для радиационной безопасности. И строительство новых каньонов, нового корпуса предполагает больше средств и финансовых вложений, и временных, скажем, да. И в свое время было принято такое решение, чтобы разделить его на 2 очереди и сохранить этот корпус, потому что здесь имеются готовые каньоны. Современный медицинский комплекс подразумевает работу с применением высокотехнологичного оборудования. И вопреки всем санкциям, медицинское оборудование для центра будет поставлено в срок и в полной комплектации. По диагностическому оборудованию в онкоцентре будет, как уже сказали, установлен ангиограф экспертного класса. Такой ангиограф будет единственным практически на Дальнем Востоке.
При помощи этого ангиографа будут выполняться такие очень точные малоинвазивные операции. Может, наверное, многие наслышаны, это такие операции, как химиоэмболизация при раке печени, при раке почек, при раке женской половой сферы. Многие пациенты раньше ездили на данные процедуры за пределы республики. Это либо в страны зарубежья, либо в центральные города России. На сегодняшний день, когда у нас онкоцентр ведется, мы данные процедуры можем проводить самостоятельно. После строительства кардиососудистого центра онкологический диспансер станет вторым крупным объектом здравоохранения, сданным в республике за последнее время, что позволит Якутии удержать лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 10% населения планеты имеют заболевания мочевыделительной системы, и эта цифра не сокращается. Международный день почки, который отмечался на этой неделе, призван привлечь внимание к вопросам профилактики таких заболеваний. Их выявление на ранней стадии, говорят специалисты, залог успешного лечения. В Якутии операции по пересадке почек начали выполнять с начала нулевых годов, и уже сотни людей благодаря этому живут полноценной жизнью. С несколькими из них встретилась наша съемочная группа. Начиная с 2001 года якутские врачи научились пересаживать родственные почки больному. На сегодняшний день таких операций было проделано уже более 100. И одним из таких счастливчиков стала Луиза. Молодая девушка, которой поставили неутешительный диагноз в 2018 году. Как гром среди ясного неба, внезапно вот такой вот диагноз ставили. Впервые заболела геморрагическим васкулитом, и там уже было с поражением почек, получается. И в 2018 году я попала на гемодиализ, и в 2019 году мне сделали родственную трансплантацию здесь, в городе Якутске. По словам Луизы, на восстановление после операции ей понадобился год. Сейчас молодая девушка работает в сфере здравоохранения и планирует связать свою жизнь с медициной. Операция прошла хорошо. Больше боялась за маму, чем за себя. После трансплантации почки как будто почувствовала, что заново родилась. Появились силы жить, творить. Вернулась, после пересадки, получается, вернулась к активной образе жизни. Еще одна наша героиня такая же молодая девушка, как и Луиза. Но в отличие от первой героини, она уже перенесла трансплантацию почки еще в юном возрасте. Но получилось так, что из-за болезни пересаженный орган начал отказывать. Пересадка была в Москве, то есть в детстве, мне было 13 лет, что ли. И потом эта почка у меня проходила 5 лет. Потом, в связи с тем, что я сильно заболела гриппом, перестал функционировать. Удалили мне его в 2012 году, то есть с 2012 года я нахожусь на диализе, уже 11 лет. Сегодня врачи ищут Надежде донорский орган для пересадки. Так как она является приемным ребенком, пересадить родственный орган не представляется возможным. Как раз именно это и затрудняет поиски донора. Но Надежда не унывает. Она также живет полной жизнью, занимается спортом и надеется на чудо. Также хочу развивать то, что я начала, то есть инструктором по тренеру, работать также. В скорейшем хочу быстрее поехать на пересадку, пересадиться и не зависеть от диализа искусственной почки и жить полноценной жизнью. Сейчас родные и близкие начали сбор денег для операции Надежды. И если вы хотите помочь нашей героине, то можете перечислить на ее счет свои средства. Реквизиты вы видите на своих экранах. Ведь у Надежды есть все шансы стать такой же здоровой, как и все мы. И каждый имеет право на счастливую, долгую жизнь. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Продолжим подводить итоги недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Безусловно, одним из главных символов весны является Международный женский день. Праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. Накануне 8 марта наша коллега Ирина Григорьева познакомилась с удивительными женщинами в мужских профессиях. Раннее утро – красный автобус. Именно так красиво приезжает на работу Елена Лукьянова. Перед рейсом осмотр техники и проверка салона. Автобус с нижним названием «Бусинка» готов к очередному маршруту. Кошечку погладить. Погладь, пожалуйста. Это весело. Как зовут кошечку? Вот кошечки имя еще не придумала. Интерес к технике у Елены появился еще в детстве, когда она с дедушкой ремонтировали старые «Жигули». Поэтому эти руки не боятся масла и ловко справляются с гаечными ключами. Несколько лет назад Елена решила сдать водительские права на все категории. Признается, не планировала работать водителем. Но тут, как и в жизни, любовь случилась внезапно. Я не могу это объяснить. Это просто вот какая-то необъяснимая любовь именно к автобусам. Хотя я люблю всю крупную технику, автобусы особенно. Дедушкин труд не пропал даром. Сейчас Елена – единственная женщина-водитель Виапак и не представляет свою жизнь без руля. Признается, принимали на работу с опаской. Боялись, что пассажиры из-за стереотипа о женщинах-водителях не будут доверять ее опыту. Только прошла стажировку и выдали нам с напарником автобус. Как раз в это время ударили сильные морозы. А человек, который никогда не работал на маршруте, не привык остановки замечать. А тут мало того, что как бы маршрутов много, легко запутаться, особенно поначалу, волнуешься, переживаешь. А тут еще и перестало их быть видно, эти остановки. А двигаться надо все равно по графику, людей надо забирать, чтобы никто не жаловался. Удивленные взгляды каждую смену. Шуток со стороны коллег мужского пола нет. Напротив, стараются все помогать. Хотя сама Елена шутит. Любую ситуацию на дорогу разрулит. Сможет и колеса подтянуть, и лампу в фаре поменять. Однако, женщина всегда должна оставаться женщиной, считает Елена, и достает косметичку. Женщина всегда должна оставаться женщиной, даже за рулем автобуса. Мама 5 детей Юлия Корякина докажет любому. Сварка – это красиво и зажигает по полной. Она единственная женщина-сварщик в Момском районе. Юлия рано осталась вдовой. Воспитание 5 детей полностью легло на хрупкие женские плечи. Однако Юля не из робкого десятка. До того, как взяться за сварочный аппарат, работала чумработницей. Техника в суровых условиях тайги и холода часто ломалась. Юля решила взять ситуацию в свои женские руки. Приобрела сварочное оборудование, спецодежду и занялась собственным делом. Контракт дали. На 200 тысяч. Вот их купила. А оборудование, материалы вот. Уже закончились материалы, к сожалению. Вот. Сейчас Юля принимает заказы на сварочные работы по металлоконструкциям, трубам, ремонту техники и даже мебели. И смеется. Вместо кофе она быстрее заварит диск для машины, ведь сварка стала ее любимым делом. Одну ноги подбиваем. Вертушка, ножницы и подсечка. Здесь девушки сразу бросают соперников на обе лопатки. В преддверии турнира по вольной борьбе на ковре нешуточные страсти. 24-летняя мастер спорта по вольной борьбе Севиль Назарова признается, случайный поход с братом в спортзал изменил ее жизнь. Тренировка за тренировкой и даже не заметила, как сменила пуанты на борцовке. Тяжелый вид спорта. Я всегда любила что-нибудь потяжелее, что-то, где нужно проявить характер. Броски красивые у нас. Но все равно, как бы, мне кажется, спортсмены, они очень дисциплинированные и везде, чего они захотят, они добиваются. Прощание с семьей, переезд из Хабаровска в Якутск, поступление в училище. Каждодневные тренировки не прошли даром. Лучшие технические приемы известной школы выковали характер и улучшили качество, заложенное женской природой. Женская борьба особо отмечают именитые тренеры. В вольной борьбе ценится стратегическое мышление, быстрота реакции и даже интуиция. Как правило, данные качества в женщинах заложены природой. Слабый пол совсем не слабый. И девушки все равно женственные остаются. Просто многие думают, что если мы пошли в борьбу, мы такие, ну, как мужланки, грубые все. Когда некоторые с нами знакомятся, они тоже удивляются, как это вот так, ну, такие женственные, милые. В конце интервью героиня признается, в переводе с азербайджанского языка имя Севиль звучит как песня «Любимая, дарящая любовь». Отец назвал ее в честь родной сестры. В глазах сильной, красивой девушки добрая улыбка, которая появляется почти у всех женщин, которых любят. Ирина Григорьева, Виктор Дячковский, Павел Пахомов, Якутск.
Выморозчик судов – одна из самых редких профессий. В мире таких специалистов всего около сотни, а в Якутии работает единственная женщина, которая владеет технологией выморозки. Она может собрать и разобрать бензопилу, легким движением руки перенести с места на место несколько тонн груза и всегда в отличной форме к летнему сезону. О том, как женщина с генеральской фамилией стала настоящей укротительницей льда, расскажет Полина Долинская. Выморозка – это такой процесс, когда толщу льда убирают, вырывают вокруг него ямку, которая, кстати, называется майна, для того, чтобы в зимний период произвести осмотр и ремонт судна. Елена Генералова – настоящая знаменитость. Единственная женщина в республике, которая не боится ни морозов, ни тяжелого труда. Крановщица судоподъемного цеха Жатайского судоремонтного завода «Лорб» из интереса решила попробовать свои силы в выморозке судов. В этом году она уже отпраздновала свой профессиональный юбилей. Уже 10 лет Елена работает на выморозке. И вот мужчины у нас этим занимались, и для меня это стало интересно. Ну, они пилят лед, там долбят, да, и я вот решила, ну, давай-ка я посмотрю. Сначала я посмотрела, потом взяла кайлушку, попробовала, потом подошла к начальнику и говорю, я хочу попробовать, можно я возьму одну вот майну и попробую выбить? Ну, он говорит, если хочешь, попробуй. Как бы, да, он мне не отказал, я попробовала, мне понравилось, я выбила, я сделала свою работу. И тут уже азарт у меня, а я такой человек, если у меня что-то получается, я никогда не бросаю. В первое время коллеги-мужчины округляли глаза. Потом привыкли, начали помогать. Через год Елена решила взять еще одно судно на выморозку самостоятельно. Получилось. Разгорелся азарт, и сейчас за сезон она может выморозить до 4 судов. Работа пошла, как и народная молва, но клиентов больше не стало. Я сама выпрашиваю эти пароходы, да, например, Лорб мне не дает, потому что я женщина, да, а женский труд, он не должен эксплуатироваться именно вот такой тяжелый. Поэтому даже на меня не закрывают договоры, не делают на меня. Я прошу другого человека, да, чтобы, потому что ну, на меня просто нельзя, потому что я женщина. В работе Елене помогает супруг. Он же находит объекты и заключает договоры. Зимой 2022 года его не было на сезон выморозки, и Елене пришлось привлечь в помощь племянника. Кроме того, что ей пришлось обучать напарника азам работы, также пришлось освоить и другие навыки. Мне пришлось его учить что-то, да, и самой тоже учиться, да, эту пилу разбирать. Эту пилу я никогда не разбирала ее, тут Google в помощи, давай ее разбирать, собирать. Тут она что-то у нас зачахла, не стала работать, и вот пришлось все это самой, машину сама ремонтируешь. Ну, как бы не совсем там двигатель или что-то, да, там масло поменять, там колесо, там эти отлетают, шпильки надо поменять, вот это вот по мелочи тоже вот сама. И приходится вот, да, где-то учиться. Лютый мороз – самый главный помощник в работе. Чем ниже температура, тем глубже промерзает лед, а значит и работа будет спокойнее. Чтобы не замерзнуть, каждый выморозчик одевается очень тепло. Несколько пар носков, теплые ватные штаны, 2-3 кофты и телогрейка. На морозе согреваются горячим чаем, но в машину заходить не торопятся. Чаще всего греются прямо в майне. С 8 утра, получается, да, и до 5, до 4 мы всегда вот на улице. Мы редко заходим греться. Вот сейчас, вот если там в обед вот зайти, кофе попить, мы в машину зайдем, и то вот мы выйдем, мы уже будем мокрые. И работать, конечно, тяжело уже. Самое сложное, признается Елена, заставить работать себя в самом начале сезона. За лето тело забывает, что это такое – махать кайлом и лопатой или вытаскивать тяжелые глыбы льда. Но когда входишь в ритм, тут уже не остановиться. В компании друзей Елена часто шутит, что все, кто хочет похудеть к лету, пусть приходят на выморозку судов. Смогут выморозить до 15 килограммов. С недавних пор Елена начала активно вести социальные сети, где освещает свою работу. Спустя небольшой промежуток времени ее стали узнавать на улице, не только в родном поселке. В прошлом году как-то это все начиналось, да, сначала мне как-то вроде нравилось, думаю, ой, меня там узнают, а потом это, если честно, надоедает уже как-то. Ну, как бы, ну, для чего? Ну, пришли, поснимали, ушли. Бывает, когда комментарии, да, на вот эти вот посты всякие могут писать, да, вот, там, да вот, женщину бедную довели. Хочу сказать, что никто меня не довел. Во-первых, мне это нравится, да. Во-вторых, за это платят. Ну, конечно, это в первую очередь, да, заработок, да, какой-то.
И в-третьих, это физическая кардионагрузка, да, это фитнес. Но, несмотря на внезапно нахлынувшую известность, звездной болезни у нашей героини нет. Она все та же скромная женщина, многодетная мама, крановщица и выморозчик льда. Полина Долинская, Виктор Дьячковский, Якутия. День за днем. Владивосток традиционно ассоциируется с изобилием морских деликатесов. Но можно добывать их не только в море, но и уже несколько лет в городе работает настоящая морская ферма по выращиванию гребешков, мидий, устриц и трепангов. С работой необычной фермы знакомилась Лидия Гасанбалаева. Вкусные морепродукты – это визитная карточка Владивостока. Их можно не только поймать или достать, но и вырастить. Причем без потери вкусовых и полезных качеств. Все благодаря уникальной технологии воспроизводства. Это и есть наш огород, наших 75 гектар. На ферме предусмотрен полный цикл выращивания и производства морепродуктов, начиная от создания икринок и моллюсков в лабораториях, заканчивая выпуском в естественную морскую среду обитания. Сначала проходит этап размножения в бассейнах, специально подготовленной водой, которая прошла очистку. Происходит процесс оплодотворения в этих бассейнах. Вслед мы взращиваем личинок, молоть получаем. Потом, когда молоть достигла своих таких жизнестойких стадий, мы высаживаем их в море. Это касается и трепанга, и устрицы. Только у трепанга используется несколько другое оборудование для оседания, для сбора оседающей молоди. Ну, а у устрицы тоже чуть-чуть оно отличается. Но в целом сам процесс несколько сходен, поскольку и те, и другие на стадии личинки едят микроводоросли. Мы их активно выращиваем здесь. А после все отправляются в море. Что касается мидии и гребешка, то они весь свой жизненный цикл проживают в море. Они рождаются в море, растут в качестве личинки, молодей и там же достигают товарных размеров. От нас лишь только требуется вовремя выставлять специальный субстрат, на который мы собираем, например, мидию. Ну, в общем-то, они на них и достигают своих товарных размеров. А что касается гребешка, то наша бухта подходит только для донного воспроизводства или пастбищного воспроизводства гребешка, поэтому мы также собираем малышей гребешков, высаживаем их на площадку донную, и там они в течение 3 лет растут, достигая своих товарных размеров. Помимо того, что это очень вкусно, это еще и полезно. Например, в трепанге содержится 40 элементов таблицы Менделеева, которые так необходимы организму. А в устрицах огромное количество минеральных веществ – железо, медь, кальций, йод. Было интересно узнать, как выращиваются эти морские млекопитающие именно в условиях фермы, морской фермы. Потому что мы живем на море, и хочется знать более подробно. Понравился рассказ девушек, что очень грамотно и в то же время популярно так рассказали, что было интересно слушать и не сильно заумно. Вот. И понравилось посмотреть сам процесс, как выращивают, лаборатории. Потом, во-первых, уже это следующее, то, что животные, как они в каких условиях выращиваются, и поддержать в руках, это было интересно. Морепродукты с фермы поставляются в центральную часть нашей страны, направляются в Москву и Санкт-Петербург. Также ими закупаются многие рестораны Приморского края. Импорт в зарубежные страны, такие как Китай, планируют возобновить в связи с открытием границ и восстановлением потерянных из-за ковида продовольственных цепочек. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Более 260 спортсменов из 12 стран принимают участие в турнире Романа Дмитриева в Якутске. Впервые за всю десятилетнюю историю проведения турнира в соревнованиях участвуют 83 девушки. Александр Хавренко узнал, как проходят соревнования. Якутск в очередной раз на 3 дня стал столицей вольной борьбы. В эти дни на коврах Центра спортивной подготовки «Триумф» проходят схватки международного турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Более 240 спортсменов в возрасте до 21 года из 13 стран, включая Россию, приехали в Якутск, чтобы выявить сильнейших. Впервые в этом году на турнире Дмитриева проходят схватки девушек по женской борьбе. До этого в России подобных соревнований не было.
Впервые в этом году, когда принимали решение, это олимпийский вид, то такие же разыгрываются медали, 6 медалей на Олимпийских играх, и надо и развивать его. Если есть возможность, кто-то полюбил эту борьбу, пускай дать им возможность проявить себя и стать олимпийцем. Одним из почетных гостей турнира стала обладательница серебряной медали Олимпиады в Пекине по женской борьбе Алена Карташова. И включение в программу соревнований по женской борьбе она считает очень важным и правильным решением. Мне бы вообще хотелось, чтобы именно от этого турнира отбирались на Европу, как вот у нас Ярыгинский по взрослым. Почему бы сделать такой же статус и Дмитриевский, чтобы на начало года, можно так сказать, отбирались с этих соревнований на Европу, а Россию там, как и у взрослых, параллели если проводить на мир. Поэтому уровень хороший. Я думаю, этот турнир очень достойный, чтобы сформировалась сборная команда по юниорам, по юниоркам. Что же касается турнира в целом, то конкуренция на коврах очень серьезная. Практически все зарубежные страны привезли на турнир первые номера своих сборных. Но и у России есть кого противопоставить иностранным борцам. По юниорам 1 мастер спорта международного класса, 12 мастеров спорта, 61 кандидат мастера спорта, остальные перворазрядники. 4 мастера спорта, 9 кандидатов мастера спорта, остальные перворазрядницы. За сборную России на турнире выступает почти 70 воспитанников якутской школы борьбы. И несмотря на серьезную конкуренцию, без достойной борьбы никто из них сдаваться не собирается. А сколько медалей принесут наши борцы в копилку сборной, узнаем завтра после завершения финальных схваток. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Стартовал региональный этап 32-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2023» среди профессиональных образований и организаций республики. Участниками стали студенты СПО всех форм обучения в возрасте до 35 лет. Выступили как творческие коллективы, так и индивидуальные исполнители по нескольким направлениям. В гуще событий побывала Валерия Наумова. Российская студенческая весна – единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества. Она реализуется в стране с 1992 года и включает в себя 2 международных, 10 всероссийских, 9 окружных и 80 региональных мероприятий. Данное мероприятие является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она позволит всем студентам, участникам показать, кем является студент, помимо того, что он сидит целыми днями за партой, показывать их активность. Студенты учатся выступать, борются со страхом перед публикой, знакомятся со своими студентами, однокурсниками из других регионов. Поэтому замечательно, что отклик у нас есть, из года в год растет популярность данного конкурса. В прошлом году Якутия достойно выступила на юбилейной 30-й студвесне в Челябинске. Студент Якутского индустриально-педагогического колледжа Марков Максим стал лауреатом 1-й степени по направлению вокал в номинации рэп. Студентка Намского педагогического колледжа Максимова Эвелина стала лауреатом 3-й степени в направлении мода. Студенческий танцевальный ансамбль «Аяр САС» Якутского педагогического колледжа получил специальный приз за продвижение национальной культуры. Также Якутия получила сертификат за постановку региональной программы «100 граней весны». На нынешнем региональном отборе за право представлять республику боролись 400 студентов из 28 учебных заведений. Ежегодно проходит для студентов наших колледжей технику Республики Саха-Якутия. Он является, скажем, отборочным этапом для финала, который проходит ежегодно в крупнейших городах нашей страны. В этом году российский фестиваль финальный будет в городе Ханты-Мансийске в июне этого года. И участники, лауреаты, победители отборочного этапа, который проходит в эти дни, поедут представлять нашу республику на данном финале. Студенты представили свои номера по следующим направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт. В состав жюри вошли финалисты прошлого года, которые в свое время защищали честь региона на всю Россию. Я сам вижу, как дети готовятся и чувствуют те же переживания, что чувствуют они, потому что я сам через все это проходил. Естественно, я поддерживаю каждого участника, каждый молодец, потому что
они уже проявили себя и захотели показать себя на всю республику. Здесь царит невероятная атмосфера. Кто-то настраивает музыкальные инструменты. Конечно же, все вовсю репетируют. Конкурсанты выступают по 8 направлениям, а все для того, чтобы определить лучшего, который отправится представлять республику на всероссийском этапе. Уже в июне команда из порядка 70 юных талантов, которые показали достойные результаты, отправится на всероссийскую студенческую весну 2023. И, возможно, именно там зажгутся новые имена, которые будут греметь на всю страну. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Впервые в Нерюнгри на сцене Центра культуры имени Пушкина солисты Мариинки в сопровождении оркестра из 26 музыкальных инструментов под управлением Романа Леонтьева представили большой гала-концерт. Иван Лазаренко продолжит. Инициаторами уникального события выступили Дмитрий Бузин и глава районной администрации Роман Щегельняк. В первый день гастролей генеральную репетицию артистов посетили одаренные дети, которые воочию увидели весь кропотливый процесс подготовки к большому концерту. Зажегся идеей буквально привести эту музыку, эти эмоции, эту красоту чувств, можно сказать так, к нам в северный край, в Нерюнгри, да, дабы наши жители, наши граждане, да, здесь проживающие в холоде, в таком, растопили как бы свои сердца немножко. Музыканты блестяще исполнили классические шедевры, а публика овациями встретила вокальное мастерство солистов Мариинки, красоту тембра и диапазон голоса, которые подарили зрителям яркие, запоминающиеся вечера. Такие прекрасные весенние дни хочется петь о любви, о счастье, о благополучии. Все-таки я считаю, что мы заслужили этого, а тем более на этой прекрасной земле. Вот. И я хочу всем пожелать весеннего настроения, чтобы быстрее настала весна, лето, чтобы мы радовались каждому дню, каждому мгновению. Для зрителей прозвучали как и классические произведения, так и мировые хиты в оригинальном звучании. Звезды Мариинского театра высоко оценили мастерство Нерюнгринского симфонического оркестра и теплый прием жителей города. Впечатления самые благоприятные. Всегда удается найти хороший контакт и, главное, эмоциональный отклик от музыкантов. Коллектив у нас прекрасный, мы все давно друг друга знаем. Видите, у нас тут все разных возрастов, разных совершенно опытов и всего. И интересно, что нам добавили новых людей отсюда. Это тоже определенные опыты для них и для нас. Это все очень интересно, гостеприимно, вообще прекрасно. Кроме концертной программы, солисты Мариинки посетили детскую школу искусств, где провели для юных музыкантов и учеников хоровой школы «Соловушка» мастер-классы по вокалу и игре на различных инструментах. Отметим, в настоящее время со стороны Мариинского театра готовится инициатива по дальнейшему сотрудничеству и гастролям. Я так понимаю, что тут сюда мало кто, может быть, даже доезжает, да, к большому сожалению, но будут некоторые такие предложения с нашей стороны, может быть, главе Якутии, да, чтобы сюда, в общем-то, как бы добирались и выдающиеся исполнители нашего времени, российские исполнители, вот, и возобновить, точнее, даже вот быть родоначальником всего вот этого. Будем надеяться, что такие инициативы обязательно воплотятся в жизнь, ну а нерюнгринцы с нетерпением будут ждать новых встреч и новых впечатлений. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Но уже 24 марта стартует ежегодный республиканский молодежный фестиваль «Мусустар», который откроет новые таланты. В вокальном конкурсе Алданский район представит Екатерина Куценко, а на хореографической площадке мастерство покажет танцевальный коллектив «Зебро». Надеждами и эмоциями участники поделились с Татьяной Вахниной.
Сейчас у Екатерины Куценко занятий нет, и свободное время преподаватель школы искусств имени Никитина посвящает репетициям. Совсем скоро девушке предстоит испытание, которое ей видится гораздо более серьезным, нежели школьный экзамен. За победу Екатерина поборется в республиканском фестивале «Муз Устар». Узнала о том, что я должна участвовать в нем практически в самый последний момент. Получается, я отправила утром только заявку, а к вечеру уже получила результат о том, что я прошла в полуфинал. Пройдя отборочные испытания, в полуфинал вышли 15 вокалистов из разных уголков Якутии. На республиканском фестивале алданские артисты представляют район не впервые. Екатерину поддерживает Алина Райлян, завоевавшая гран-при фестиваля «Муз Устар» в прошлом году. Главное верить в себя. Если есть огонек внутри, это самое главное. Не слушать никого, потому что я думаю, что будет много препятствий. Я думаю, что, скорее всего, будет выход из зоны комфорта. Главное – идти до конца. На днях Екатерина отправится в Якутск. Финальный поединок вокалистов предварит обучение конкурсантов. В этом году вокальный конкурс фестиваля «Муз Устар» носит патриотическую направленность. Сейчас я исполняла песню Анны Герман «Город влюбленных людей», отправляла свою видеозапись. Коллектив студии танца «Зебро» под руководством хореографа Андрея Шубенкова тоже готовится принять участие в республиканском фестивале 2023-го. Сейчас артисты вместе с педагогом вновь оттачивают рисунок танца, стремясь достичь совершенства. У нас хореография поставлена на уличных направлениях танца. Скажем так, она у нас, как принято называть, такие номера попурри. Подготовка в целом идет нормально. Сейчас будем работать в усиленном режиме. То бишь осталось очень мало времени, и по занятиям тоже будем готовиться в свободное время. Андрей Шубенков вместе с воспитанниками покорил немало высот. Девчонки нацелены на победу, хотя, конечно, волнение не отпускает. В прошлом году коллектив алданской студии танца в республиканском фестивале занял 3-е место. Все было супер, правда, соперники были очень сильные. Много качественных номеров с живой музыкой. Это очень круто. Я этим вдохновилась. Очень круто. У детей как минимум развивается насмотренность. То есть они смотрят на другие коллективы, смотрят, как они выступают, знакомства новые. В 2023-м фестиваль «Муз Устар» посвящен Году педагога в России и Году труда в республике. По итогам фестиваля определится лучший молодежный район Якутии. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». В студии для вас работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.